Все самое интересное и важное за эту неделю. Все идет по плану. В Ухте продолжаются работы по обновлению асфальтового полотна. 22 миллиона – деньги, которые выудили мошенники из карманов ухтинцев. Угрозы в адрес соседей. Жители Шудаякского дома боятся за свое здоровье. И поработать, и отдохнуть. Как пройдет оздоровительная кампания для детей этим летом. И за успехи в учебе ухтинские школьники получили медали. Смотрите прямо сейчас. В Ухте продолжается ремонт дорог. Теперь подрядная организация, которая работает на город уже не первый год, занимается многострадальной интернациональной, асфальтирование которой ждали уже давно. Работа в этом сезоне началась со старого города. Еще в мае там доделали театральный проезд и улицу Первомайскую. По словам мэра Ухты, рабочие справляются хорошо, никаких нареканий нет, все идет по плану. На выходных в городе была комиссия из Сыктывкара, которая проинспектировала уже сделанные объекты. Участок они приняли с хорошей оценкой. По качеству асфальтового покрытия тоже мы взяли пробы, отправили в Сыктывкар, ждем результатов. Так что здесь, я думаю, по качеству асфальта никаких вопросов нет. И хочу также сказать, что вот многие говорят, там темп, такой же, такой, но на сегодняшний день мы пока не видим альтернативы этому предприятию, потому что они сегодня у нас здесь, в Ухте у них филиал, хорошая база, хорошие асфальтные заводы. Но самый большой плюс этой подрядной организации – 5 лет гарантии. Так, в этом году по гарантийным обязательствам будут выполнены работы на нескольких объектах. Дефекты выявлены на улице Ленина, там провалились колодцы, их поднимут. Гарантийный ремонт проведут и еще на одной улице. Перекресток юбилейная Чебьюская, тоже у нас там появилась колея, тоже это будет устранено. И устранено не то, что они там где-то вырежут, полосу сделают, а сделают от бордюра до бордюра и то расстояние, которое, поэтому здесь никаких вопросов нет. Пока на сегодняшний день у нас определены только 3 участка, где у них появился брак, поэтому это все будет обязательно будет сделано. Все работы на проезжей части, запланированные в этом году, по договору должны быть сданы к концу сентября. Будем надеяться, что погода, в отличие от прошлого лета, будет благоволить. Также в Ухте идет ремонт не только проезжей части, но и дворовых территорий. Там работает другой подрядчик. В рамках проекта «Комфортная городская среда» он выполнит ремонт 10 дворов. В эту программу входят дворы, жители которых приняли решение на общедомовом собрании. Жители делают эскиз, и потом на основании их эскизов делаются работы, отмечивается дефектный акт. Здесь есть обязательные работы, а есть дополнительные работы. Обязательные работы – это асфальтирование проездов, пешеходных тротуаров, а из дополнительных – это обустройство стоянок, детских площадок. То есть вообще еще возможно, и у нас они в этом году тоже проводятся, дополнительное освещение и плюс урны, скамейки, то есть такие работы проводятся. Правда, попасть в эту программу теперь непросто. На очереди порядка 200 придомовых территорий. Также в комфортную среду попали и 2 общественных территории, а именно тротуар в поселке Водный и Октябрьская площадь. Конкурс на эти работы еще не прошел. Подрядчика для них выберут до 6 июля. Также в рамках программы по благоустройству на местные бюджетные средства, это 17,5 миллионов, пройдет ремонт и еще в 12 дворах. В Ухте фиксируют все большее количество преступлений, связанных с мошенническими действиями. Преступники не гнушаются ничем. Страдают как молодые, так и пожилые ухтинцы. Молодых чаще всего обводят вокруг пальца в социальных сетях. Взламывают страницы или делают дубликат исходной. А после пишут друзьям просьбу помочь финансово. Дать в долг, скинуться на лечение или даже похороны близких. Более пожилых местных жителей проводят иными способами. Так, одна из горожанок потеряла 940 тысяч рублей. Поверив в то, что с нее снимут порчу. Объявление экстрасенса она увидела по телевидению. В итоге мошенники сняли с нее не проклятие, а все сбережения. Также преступники проникают в квартиры местных жителей под видом рабочих или представителей соцслужб. Так, сейчас в производстве следователей находится уголовное дело по факту хищения 100 тысяч рублей. Мошенники, имея специальную форму и под видом осуществления ремонтных работ санитарно-технического узла, попали в квартиру потерпевшей, и пока один мошенник отвлекал внимание и делал вид о том, что он производит какие-либо работы, второй отыскал отложенные деньги потерпевшей
и таким образом подменил их на муляж денежных средств. Также у мошенников популярны звонки от лица службы безопасности банков. Под видом представителя банка они сообщают, что с вашего счета пытаются снять деньги. Просят предоставить личные данные. Ни в коем случае не нужно этого делать. Банки не обзванивают клиентов при подобных условиях. Если вы все же стали жертвой преступников, сразу же блокируйте карту и обращайтесь в МВД. С начала года в Ухте зарегистрировано 281 мошенническое преступление. Ущерб, причиненный местным жителям, перевалил за 22 миллиона рублей. Владимир Уйба объявил о том, что правительство Коми выделило средства для пострадавших от половодья. Напомним, в этом году было зафиксировано рекордное за последние 20 лет половодье. В реке Ухте отметка в пик превысила 7 метров. Оправдались самые худшие прогнозы. От стихий пострадали дома по улице Заречной и Почтовой. Размыло дорогу в одном из поселков. 16 июня стало известно, что скоро всем пострадавшим будет выделена единоразовая материальная помощь из резервного фонда республики. На данный момент правительство Коми планирует выделить порядка 23 миллионов рублей для 700 семей. Помощь будет оказана по линии Минтруда и социальной защиты. Пока озвучивается сумма в 10 тысяч рублей для 1500 жителей региона. Также регион рассчитывает на федеральную поддержку для восстановления пострадавших дорог. Добрососедские отношения. То, о чем не понаслышке знают жители первого подъезда дома номер 25 по улице Шахтинская. Но у этой медали есть обратная сторона. Дружат только 9 из 10 квартир. С одной из соседок у всех, кто проживает тут, мягко говоря, проблемы. 6 месяцев такое соседство людей пугает. Последней каплей стало субботнее утро 13 июня. Тогда жильцы подъезда почувствовали резкий запах бытового газа. Осознав, что его источник в злополучной квартире, весь подъезд спешно эвакуировался. Были вызваны службы быстрого реагирования. Они-то и перекрыли газ. Как оказалось, соседка включила несколько конфорок и легла спать. После того, как угрозу жизни и здоровью жильцов устранили, женщина не прекратила. И с балкона она нам выкрикнула, что не получилось в этот раз, получится в другой. Мы знаем этого человека уже очень давно, и с ее стороны неоднократно были угрозы в сторону соседей. Мы на конфликт к ней не нарываемся. То есть конфликты происходят все время в основном с ее стороны, когда она находится в алкогольном состоянии. Соседи не стали бездействовать, написали заявление в полицию, чтобы соседку приструнили. Но сегодня им пришел ответ. Состава преступления для возбуждения уголовного дела нет. По ее объяснениям, женщина хотела вскипятить чайник, но забыла поджечь конфорку, после чего уснула, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Ее словесные угрозы не будут подтверждаться действиями. Правда, ее соседям от объяснений не легче. Тем более, что газ не единственная проблема. Мешает соседям и перманентный шум днем и ночью. То есть в 3 часа ночи я могу лежать, заниматься своими делами, по диплому работаю, и может звонок в домофон. 3 звонка нет. Следующий, я слышу через стену то, что следующему соседу звонят. И звонят до тех пор, пока не откроют. Когда открывают, открывается дверь подъездная, и на следующее утро домофон сломан. Кто ломает домофон, доподлинно неизвестно, но все догадываются. У соседки потерялись ключи. После того, как жители других квартир пускают ее в подъезд, провода рвутся. Такое повторялось 5 раз за непродолжительное время. Все, у нас тут просто проходной двор. У нас стоят и коляски, и велосипеды дорогие, скоростные. И, получается, МакТек нас обслуживает. Они хотят договор с нами расторгнуть, так как им невыгодно нас обслуживать. То есть они не сопротивляются, что технически могут сбои приезжать, устранять. Но вот эти вандализм, говорит, мы не можем это решить. Компания уже всерьез задумывается расторгнуть договор на обслуживание. Теперь соседки нет дома. Жильцы остальных квартир чувствуют себя спокойно, но женщина может вернуться в любой момент. И может начать вести себя непредсказуемо. Остальные испытывают страх за свое здоровье, жизнь и здоровье своих детей. Так что коллективно написали заявление в прокуратуру. Теперь ожидают ответа.
В Ухте готовится к оздоровительной кампании для детей и подростков. Сезон отдыха для юных ухтинцев в этом году сдвинулся. Если в прошлом году на отдых к первой смене из Ухты отправились в конце мая, то в этом году открытие лагерей как с дневным пребыванием детей, так и с круглосуточным ждут не раньше 1 июля. И то, если эпидобстановка это позволит. По планам, сначала ухтинских ребят отправят в стационарные лагеря на территории региона. Лагеря – это загородные с круглосуточным пребыванием детей. Вот их продолжительность, если раньше было 21 календарный день, да, всегда была смена, то в этом году смены будут по 14 дней. Ну вот если мы говорим про республиканские пока, да, смены будут по 14 дней. Также ребятам необходимо иметь справки об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19. Пока неизвестно, сколько квотированных мест достанется Ухте, но традиционно на скидку и полную или частичную оплату отдыха претендуют ребята из многодетных семей, опекаемые, попавшие в трудную жизненную ситуацию, одаренные. В этом году включена еще одна категория тех, кто может претендовать на оплату отдыха – дети медиков, которые работают с COVID-положительными пациентами. То есть для того, чтобы претендовать на эти путевки, необходима будет справка с места работы с подтверждением факта контакта в процессе трудовой деятельности с гражданами, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Тогда, то есть это, да, действительно новая категория детей появится у нас и путевок. И то, что нужно предоставить, мы сейчас можем сказать. В какие лагеря, какое количество и по стоимости, это вот все будет позже известно. Поедут ли ухтинские школьники в этом году по путевкам на море, пока неизвестно. Это тоже зависит от эпидобстановки. Но по планам такой отдых будет организован в лагерях Геленджика, Анапы и Крыма. Помимо этого, юные ухтинцы смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием на территории нашего муниципалитета, а также поработать в лагерях труда и отдыха. Помимо этого, организуют трудовые отряды. Трудиться школьники будут по 10 дней. На руки ребенок в июле получит 8630 рублей, плюс еще немного больше, чем 1000 рублей материальная помощь от центра занятости. Ну, то есть за 10 дней работы больше, чем порядка 10 тысяч рублей ребенок получит. На трудовые отряды, а также лагеря труда и отдыха муниципальный бюджет выделил почти 15 миллионов. Списки желающих потрудиться уже сформированы. В нем 1132 места. Когда же начнут формировать списки на получение путевок, пока неизвестно. Предположительно, 23 июня. Подробную информацию можно узнать в отделе по делам молодежи. Телефон 76 05 15. Ухтинским школьникам вручили медали за успехи в учебе. Традиционно много лет эта процедура проходила на общегородском уровне в формате праздника успеха. Но свои коррективы внесла пандемия коронавируса. 11-классники получали медали каждый в своей школе. В этом году количество медалистов выросло – 72 человека, порядка 30 из них золотые медалисты. В 2019-м их было всего 58, так как получали знаки отличия только те, кто также успешно сдал и ЕГЭ. В этом выпуске экзамены сдвинулись, и медали, как и аттестаты, были вручены до получения результатов госэкзамена. Лидером по количеству медалистов в 2020-м стал лицей номер 1. Там за отличную учебу наградили 14 выпускников. На втором месте УТЛ. У этого образовательного учреждения 13 медалей.